Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 4 августа 2020 года. Посмотрим, что ждет нас сегодня. Сегодня будем делать на маг-картах прогноз и подсказывать из цыганской колоды. Это будут отношения, работа, финансы и итог дня. Цыганская колода нам подсказывает. Сегодня день будет отличаться желанием уединиться, желанием заняться своими личными делами, интересными делами, но нам все время будут в этом мешать, да, нам будут мешать наши обязанности, просто другие люди будут вмешиваться в нашу жизнь, да, и вот нам будет трудно сосредоточиться из-за этого, да, то есть с одной стороны нам хочется побыть в одиночестве, с другой стороны нам постоянно в этом кто-то мешает. Может быть, какие-то сложности в коллективе, на работе, допустим. Может быть, в семье какие-то трудности будут, вот именно связанные с тем, что нас как-то не понимают наших желаний, наших стремлений и так далее. Давайте уточним. Да, действительно, сегодня нам хочется свободы, сегодня нам хочется интересного, нам хочется чего-то нового. Может быть, даже какое-то время побыть таким безответственным человеком, да, вот просто отрешиться от всего. Но вот вся жизнь, все люди, все события, они нам в этом как-то мешают. Что будет помогать? Будет помогать, если мы все-таки будем отстаивать свое право, да, на то, чтобы заниматься тем, чем мы любим, чтобы вот все-таки обеспечить для себя максимум комфорта, максимум желаемого и так далее. То есть вот сегодня карта рекомендует выбирать себя, да, выбирать свои интересы. Но в то же время, может быть, это нелегко будет даваться. Давайте достанем карту. Да, скорее всего, если будут какие-то у нас действительно важные дела или будут вмешиваться люди, которых мы уважаем или которым мы чем-то обязаны, тут мы уже не сможем отказаться. Во всех же остальных случаях, да, лучше все-таки выбирать себя и вот жить так, как нам хочется сегодня, да, слушать себя, свое сердце. Что не нужно делать? Не нужно стараться, ну, во-первых, угодить всем. Во-вторых, не нужно стараться обойти свои желания, да, или, допустим, как-то обманывать других людей. Все-таки лучше говорить все напрямую, да, вот если что-то не нравится, прям вот так и сказать. Не нужно искать для этого какие-то особые причины, да, особые какие-то слова подбирать, стараться, может быть, как-то там, в общем, выбрать какой-то путь такой в обход. Это не нужно. Нужно сразу говорить все как есть. Сейчас карту еще достану. Да, может быть, даже вот придется это, ну, кому-то не по вкусу, да, может быть, кому-то это не понравится, но тем не менее, вот для вас это важно сегодня. Почему это важно? Давайте спросим. Но дело в том, что вы сегодня как будто бы, знаете, отстаиваете себя, отстаиваете свое собственное достоинство, свои интересы, отстаиваете, знаете, вот тот выбор, который вы в жизни делаете, да, вот из-за этого сегодня такая у нас напряженная ситуация. Я положу эти карты сюда, пусть они разговаривают еще с нами, да. Что в отношениях будет? В отношениях у нас, может быть, появится желание как-то быть лучше, чем мы есть на самом деле, как-то покрасоваться, показать, что я лучше партнера, что я больше могу, что, в общем, показать, что я достоин любви, скажем так, но только мы это будем делать через какие-то, знаете, какую-то демонстрацию своих лучших качеств, да? Давайте посмотрим, что ждет тех, кто в поиске партнера. Сегодня вы можете встретить человека, знаете, такого активного или спортивного, человек, который может быть очень яркий, человек, который старается вот себя показать, может быть, это как раз вот тот человек, с которым вы встретитесь, да, может быть, он
показывает, что у него есть деньги, там сорит деньгами и так далее. То есть такой, скажем так, хвостун, да. А что же за этим стоит? Ну, в принципе, это просто человек, который боится быть неоцененным, да, боится, что его там как-то не примут, осудят. На самом деле, как бы за этим ничего плохого не стоит, да, это просто у человека такое вот желание понравиться. А для тех, кто уже в паре, дама пиковая, карта говорит о том, что сегодня, может быть, мужчины, да, вот именно мужская сторона, мужская половина будет хотеть что-то сделать для своих женщин, да, купить подарки, исполнить какие-то желания, действительно как-то вот показать себя с лучшей стороны, проявить себя с лучшей стороны. Это, знаете, такой день очень счастливый, да, то есть действительно здесь, если были какие-то сложности, то вы с помощью как раз такого поведения уберете вот эти все сложности, да, и наладите ваши отношения. И вообще, как-то, знаете, эмоционально здесь очень хорошая атмосфера, такое общее какое-то благополучие, исполнение желаний и так далее. Даже если у вас были сложные отношения, вот они как-то выздоравливают. Для тех, кто в ссоре, восьмерка бубновая. Но карта говорит о том, что если вы действительно что-то захотите сделать для своего партнера, с которым поссорились, да, вы вполне можете начать отношения заново. Или вы наконец-то получите там ответ «да», или вас наконец простят, или, в общем, как-то разрешится вопрос, который даже, может быть, долгое время как бы не решался, трудная была ситуация, вот вы можете здесь получить как бы то, что хотите, с помощью каких-то подарков и всего прочего, да, для работы. Карта говорит о том, что сегодня вам нужно будет проявить что-то особенное, что вы, вот только вы умеете, да, какая-то у вас есть способность, благодаря которой вы можете многого достичь. Что ждет тех, кто в поиске работы? У вас перемена, очень значимая перемена, улучшение. Либо вам подвернется работа на дому, либо подвернется работа, наоборот, которая потребует вас переезжать. Либо это просто очень такая вот, ну, измененная ситуация, неожиданно измененная, да, то есть так, как вы совершенно не предполагали какие-то перемены вот в вашем статусе, да, вот в статусе безработного, да, вы уже не будете находиться, вы получаете здесь уже то, что хотели. Для тех, у кого есть работа, восьмерка трифовая говорит о том, что, возможно, те привычные способы работы, да, они вот сегодня как-то неприемлемы, они сегодня будут вам мешать. Вот нужно как-то по-особому себя проявить, по-особому как-то к цели к своей приблизиться, да. Также это может быть, знаете, взаимоотношения между начальником и подчиненным, да. Может быть, нужно изменить какой-то подход, нужно изменить, может быть, манеру речи, да, или еще что-то такое поменять, в общем, сделать, допустим, разговор с вашим руководителем каким-то вот другим, не так, как вы обычно разговариваете, вы можете таким образом получить то, что хотели. Также карта говорит о том, что если сегодня действовать вот так, как привыкли, то можно получить отказ, да, или можно, в общем, не получить того, что, к чему стремимся, да. Но если начать проявлять себя как-то индивидуально, вот здесь может быть вопрос решен. И даже поддержка может от руководящих, от руководителя. А для тех, кто своим делом занят, девятка пиковая. Карта говорит о том, что у вас, в принципе, все стабильно, у вас все идет своим чередом, и уже пришло время действительно делать ваш бизнес индивидуальным, да, чтобы он был не похож ни на чей другой. Вот добавить какую-то изюминку, вишенку, да, у нас тут вишенка на торте, скажем так. Давайте про работу поговорим, да. Здесь у нас такой ангел изображен, который устал, это про финансы, вернее, да. Ангел изображен, который устал, который сидит на последней ступеньке лестницы, да, и вот у него такой
как бы он повесил голову, да, опустил руки, и такое ощущение, что он просто уже не знает, что с этим делать, да, вот именно такое состояние у вас может быть, что устали бороться за деньги, устали, может быть, от безденежья, да, или из-за того, что не получается заработать столько, сколько нужно. Но смотрите, здесь лестница так очень ярко выделяется, то есть на самом деле это временная такая ситуация, да, вот такое ощущение, что это как новая возможность, от которой вы сейчас отвернуты, да, или, может быть, вам просто нужно отдохнуть, набраться сил, да, и дальше у вас все начнет получаться, доходы начнут расти, прямо по ступенчато, да. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто на зарплате. Шестерка червовая. Карта говорит о том, что действительно у вас будет повышаться доход, но только не сейчас. Тоже карта говорит о том, что это откладывается как-то во времени, вот исполнение ваших желаний. Но это будет. А для тех, кто своим делом зарабатывает, семерка бубновая. Вы очень устали от людей, вы очень устали от большого количества общения, да, от, может быть, каких-то бумаг, от разговоров и так далее, да, и вам действительно нужно отдохнуть от людей, от общества, и ваши деньги, они напрямую от этого зависят, да, то есть от того, сколько у вас энергии. Вот, и обычный отдых даст вам возможность возобновить энергию, да, и снова как бы деньги будут работать ваши. Но сегодня, кстати, может быть день довольно-таки насыщенный делами, деньги могут быть, но просто вы от них, вернее, от зарабатывания их устанете, да. И еще эта карта говорит о том, что, может быть, какие-то распродажи надо устраивать или там дать какую-то скидку на услуги, что-то такое, да, для того, чтобы просто, ну, как-то передохнуть вам. Теперь итог дня. По итогу дня у нас такое ощущение, что мы собой недовольны, мы себе не нравимся, что мы хотели бы быть там одним человеком, одним личностью, да, а у нас все получается по-другому. То есть вот такое настроение может быть, когда мы, ну, как-то себя не принимаем, либо в делах, либо во внешности, либо в отношениях, либо мы переживаем, что нас люди другие не видят такими, какими мы есть, что мы вынуждены играть какую-то роль. И вот какой-то осадок такой может быть в конце дня. Что с этим делать? Давайте посмотрим. Семерка трефовая. Карта говорит о том, что это усталость, да, и такое бывает у каждого человека, когда что-то нас не устраивает в себе, да. Но это, скорее всего, просто от того, что мало энергии, мало сил. И это показатель как раз того, что нужно отдыхать обязательно. Если у вас не было планов на отдых, то нужно вот его включить все-таки, да, в свой режим, в свой распорядок дня. Или, может быть, сделать специальную там неделю или сколько вам нужно, да, для того, чтобы отдохнуть. Тогда действительно вы сможете восстановиться, и вот вам как никогда сейчас нужна энергия. Да, вам нужно как бы сейчас такое время, когда вы сможете прожить несколько дней вот просто, да, когда вас никто не трогает, когда вы занимаетесь собой, своими любимыми делами, наслаждаетесь жизнью. Вот это вам очень поможет. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.